В Кыргызстане сегодня произрастает более 8 тысяч растений, включая грибы и лишайники. На нашей территории водится 633 вида разных животных. Из них 26 видов млекопитающих, 53 вида птиц, 18 насекомых, 10 амфибий и 7 видов рыб занесены в Красную книгу. Если, например, сравнить с той первой красной книгой, вот, которая у нас здесь выпущена, да, в 1985 году, то, скажем, млекопитающих увеличилось на 10, а птиц на 32 увеличилось. Как бы мы его не охраняли, это биоразнообразие, к сожалению, так получается, что все равно отдельные виды, мы вынуждены их вносить в Красную книгу. При этом ученые утверждают, что с юридической стороны наши законы по сохранению биоразнообразия вполне сносны, но с практической стороны все плохо. В структуру Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства входят егеря, которые охраняют природу, так сказать, на местах. Но из-за отсутствия должного финансирования не хватает техники, не хватает горючего. Охрана природы очень сильно хромает. Там вот экстремальные условия. Естественно, он там не может каждый день жить, особенно в зимний период. Летний период он живет там, скажем. Вот ему туда-сюда съездить, это нужны затраты. Заправить свою машину на свои деньги, а у него зарплата 5000. То есть человек, он занимается не охраной, а больше хлебом насущным. При этом у егерей Кыргызстана все же есть своя мотивация. За задержание одного браконьера охраннику природы положена премия – 30% от штрафа. Но после задержания губителя природы передают следственным органам. И нередки случаи, когда такие дела просто разваливаются. Мало того, виновным остается егерь с обвинениями в незаконном задержании человека. И в следующий раз природоохранник уже боится выполнять свои обязанности. Мы находимся уже очень близко к точке невозврата. Несколько лет назад в Сарычелете был убит. Это заповедник, биосферный заповедник, ЮНЕСКОвский заповедник. Сейчас у него статус еще больше повысился. Так вот, там оказался человек, родственник таких богатеньких, влиятельных людей, который убил последнего медведя. Убивать медведей – это все равно, что убивать детей. Хорошо, дети. Вы видели их когти? Да, но они короче, чем охотничьи кинжалы. А сила медвежья. Не нужно было дразнить зверя. Сегодня официально можно убить краснокнижного барана Марко Поло, заплатив государству около 50 тысяч сомов. Этот подвид архара относится к так называемой третьей категории, то есть животному не угрожает исчезновение. Отметим, что так считают только у нас, в других странах они под защитой. Поэтому по усмотрению правительства от состояния популяции власти имеют право выдавать определенную квоту на убийство этого животного. Забавы ради. Антон Чепегин, новости Ошпери.